Это очень серьезный раритет. Попрошу обратить внимание на печать. Я не знаю, в каком еще доме нам могут предоставить такой материал. Это тех времен, когда наша с вами Родина была отдельной советской социалистической республикой. Практически каждый предмет в музейно-этнографическом комплексе Апснепарк – это история нашей страны и ее жителей. Так, простыня, которую нам рассказала Илона Квициня, в этномузей передала семья Чкотуа. Принадлежали эти простыни женщины по фамилии Чкотуа. Она отсюда, из этих мест, именно из села Мугудзруха. Стахановка, довольно известная женщина того периода. И ее внучка с большим трепетом хранила эти реликвии у себя дома. И через некоторое время, когда она стала у нас здесь работать, увидев, что мы действительно от души относимся к тому, что мы делаем, она вот, отрывая буквально от сердца, но уверенная, что просто будет не просто лежать у него дома, а здесь о ней вспомнят. Мы же говорим, человек жив, покуда помнят о нем. А здесь предметы, рассказывая о них, мы еще и говорим, кому они принадлежали. Усадьба Апснепарка словно возвращает на пару веков назад. Здесь все, как было принято в традиционном абхазском доме. Минимум мебели, простота и уют. При входе сюда, рассказывает Илона Квициня, у местных жителей наворачиваются слезы. Это словно вернуться в детство, приехать на лето в деревню к бабушке и дедушке. Очень много людей вздыхают, у кого-то слезы наворачиваются. У каждого взрослого человека, абхаза, обязательно свои какие-то воспоминания у дедушки, у нануки там, у бабуки, куда их посылали, кто где вырос. У всех свои, конечно, обязательно воспоминания теплейшие, а гостей удивляет формат. Они говорят, все так просто и так приятно, а что это была норма для всех. Да, акуаски это было массово, это была норма для всех. И, конечно, те, кто, приезжая в Абхазию, не поспешил ознакомиться с тем, что он должен увидеть, а приехал к нам как просто на курорт, они впечатляются увиденным. Это не может не радовать. Усадьба лишь небольшая часть проекта этнопарка. Общая территория музея 10 гектаров. Здесь гармонично соседствуют человек, природа и архитектура. Кстати, основной строительный материал – древесина. Акуаски, апацха, кузня и другие объекты построены по старинному абхазскому методу, некоторые без единого гвоздя. Впрочем, кадры скажут сами. Проект этнопарка принадлежит жителю республики Мзаучу-Пилия. Путешествуя по миру, он в каждой стране посещал музеи, где бережно хранятся история и быт предков. Создать нечто подобное на родине в Абхазии молодой человек мечтал давно и шел к цели несколько лет. Данный проект собрал в первую очередь вокруг себя очень много людей, патриотов своей страны, своей истории. Люди, вообще вот сам проект осуществился за счет такого божественного благословения и определенной компании людей, которые профессионально занимаются профильно по своему направлению. Это либо история, археология, наука, да, которая является основой всей нашей деятельности. Цели и задачи этого проекта сохранить, приумножить и распространить то, что у нас было именно было так, да, как нам передавали наши старшие. Много было научного материала, он являлся основой, да, работы над проектом. Ну и люди, которые сохранили эту историю у себя внутри, да, передавая это друг другу с уст в уста, они приезжали сюда, и каждому из нас, кто участвовал в этом проекте, и делились с нами, дополняли нас, улучшали качество нашей работы. Раш Зантария, главный архитектор этнопарка. Все строения возводились с учетом изучения архивов, внешних и внутренних особенностей традиционной архитектуры абхазов. Ну, касаемо архитектуры, понятно, что все традиционно, так как мы хотели передать быт, традиции нашей страны, республики.
И, естественно, по архивам, помогая нам наши вот старшие Батал Джопа, вот все наши старшие дети, которые находятся, по их архивам, по старым архивам мы вот это все создавали. Отдельную часть парка представляет собой ремесленный дворик. Это кузня и гончарное производство. В перспективе открытие столярной мастерской и водяной мельницы. Не только люди. Государство хотело сделать национальный парк еще до военное время и послевоенное время. Несколько раз были такие предложения, несколько раз были такие презентации, но все на этом заканчивалось. Сегодня мы сидим в одном из комплексов и можем реально увидеть, что часть работы сделана, часть работы продолжается. Детали строений, мебели, резьба и узоры созданы по эскизам художника Батала Джопа. По его словам, этнопарк не имеет аналогов в Абхазии. Объект может характеризовать себя как культурно-познавательный. Абри парк, этнопарк, апсна, апсвояшта программа амоперахата. Йоқоп хучеке наскени гуло зарако хучеке хай гуной халшо. Абри программа хай халшо хайқаз апсвоях баргулара. Апсвоях баурт рхка каком койбаком койқоп. Хари хазимдру атомилат кой хархот. Ишуқас ирхзис. Во дворе этнопарка также расположена площадка для стрельбы из традиционного лука с дистанции 100 метров. Под руководством инструктора все желающие могут попробовать себя в этом национальном виде спорта. Школ хочко и дхарцо лабчабаеха хабстаза ракна уе имбо и калахет уе глобал процесс ко дуне чиме пско роб. Этнопарк Апсны может претендовать на звание экопроекта. На территории установлены урны с раздельными блоками для пластика, стекла и иного мусора. Никаких шумных ресторанов и кафе здесь не будет. Если посетитель захочет перекусить, есть небольшой навес, где можно будет приобрести традиционные адиндю, хахарча, амгял. И все это на биоразлагаемой посуде. Более того, можно будет приобрести экологически чистый продукт – варенье, аджику, мед, вино, табак. И все это с сертификатом подлинности и качества. То есть почему мы это делаем? Мы показываем, что вот современная Абхазия, вот наше отношение к нашей земле, к истории и культуре. То есть мы дорожим нашей природой, которая нам была дана Богом, потому что это единственное, что сегодня одно из основных вещей, которое дает нам возможность сегодня развиваться, взаимодействовать и привлекать сюда наших гостей. И поэтому мы очень надеемся, что этот пример возьмут и какие-то регионы, какие-то люди, и у них также будет раздельный бытовой мусор, который, значит, не будет портить экологию. Этнопарк Апсны только начал свою работу. В перспективе создания театральной площадки с амфитеатром на 700 мест, открытие школы по стрельбе из лука, а также создание объемной 3D-карты Абхазии. По решению руководства этнопарка для граждан нашей страны, а также военнослужащих Российской Федерации и их семей, проживающих в Абхазии, вход в музейный этнографический комплекс бесплатный. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Абаза ТВ.